Плохо. Потому что не едут, зарплаты нету, автомобилей очень мало. В нормальное время очереди были до самого моста когда-то, когда еще этого коронавируса не было. Вот за сутки сидим, не знаю сколько. 2-3 зеленки, если выпишешь, что-то хорошо. Машин 10, если проедет легковых. У нас минималки даже нет зарплаты. Во-первых, стало меньше ездить братьев, украинцев сюда. Сразу сказалось это на торговой выручке в плане того, что то, что они покупали у нас, никто не покупает. Главное, сгущенное молоко, это не то, что его не хватало. Там у них есть свое, но только наше им больше любилось. А чем-то надо заниматься, живя на границе. Дружить, ездить, общаться. Молочную продукцию хорошо, детское питание тоже неплохо шло, масло, даже хлеб. Да, даже хлеб. Там мало того, тут же все братья и сестры. Магазины там ближе, чем отсюда. Вот скуплялись, продукты были лучше качественного. А потом это прекратилось, потому что начали контроль постоянно, заставили загранпаспорт сделать, по паспорту украинскому не пускали. Вот и все, пока сделали загранпаспорт, потом они придумали, надо приглашение, чтобы тебя туда пустили. Дети сказали: мам, и не рыпайся, сиди там в селе, тихо, мирно, спокойно. Я картошки накопала, насадила, все накрывала, в погребе хватает всего. Так что все, в магазинах все у нас здесь есть. Так что, говорю, не переживайте. И там же и маршрутки ходили, из Гомеля маршрутка до Поддобрянки, да? Вот, люди приезжали, и до родителей сюда, и так далее. Вот. А сейчас же проблематично. Плюс, дело в том, что вот моя жена тоже приехала, да? Она приехала через центральную, она белорусская. Она гражданка Беларуси, и она же у меня работает медсестрой. Дело в том, что сутки, допустим, отработала, 2 дома. Она на маршрутку чик, села Гомель, Поддобрянка, приехала и пришла домой. Вот так же. А теперь вот мы буквально больше 5 месяцев не виделись вообще. Вот, понимаете? Мы работаем по 8 смен, получается, в месяц. Я получила 170 рублей. Вот, очень тяжело, поэтому не знаем, куда, что, как, как дальше мы будем работать. Понятия не имею. Дешевле одежда, обувь дешевле. Вся семья наша одевалась там в Польше. Вот. Часто ездили. Было такое время, что на неделю раза 3 едем. Где-то что-то смотришь, ага, заканчивается, надо ближе, чем в Брест нам. Нам здесь же удобно, что нам здесь 2 километра, проезжаешь границу, сразу магазины, там, какие хочешь, и все. Во весну в Италию улетела. Люди ехали в Америку.
покупали у меня подарки, потому что там ценятся, покупали у меня подарки там для сестры в Америку, юбилей. Ну, очень ценится там. Но у нас как-то, ну, не знаю, или может то, что у людей денег сейчас нет, или что. Ну, туристы это очень много знают. Частично не могу уехать на работу. Слабый очень выбор в магазинах. Лекарств очень мало. Я просто брал из Польши. Вот. Ну и вообще куда-то съездить еще на отдых. Тоже как бы сложновато довольно-таки. На складах работал. По большей степени. Ну, были там работы. Ну и сейчас хотел уехать тоже. Вот. Не вышло. У меня родственники за границей, и они не могут не уехать, не приехать, не мы к ним уехать. Поэтому для нас это очень проблемно. Мы бы хотели чтобы что-то изменилось. Лично на меня не повлияло никак. Раньше ездила на Украину, но так как мне ничего срочного типа покупок одежды, обуви для детей, либо лекарств для больных родственников нет у меня, то и никак не повлияло. Не особо. Правда, сестра не может. Ну, не так часто в Польшу стала ездить. Особо не поездишь. Особенно с парами. Стало меньше общения, меньше коммуникаций. Работаю больше на работе, работаю в поликлинике. Я лично не ездила, но ездят мои дети. Сейчас, конечно, они не поехали. Нет, мы в Польшу не ездим. Мы пенсионеры, мы сидим сейчас дома. Чтобы не выходить нам, вируса не подхватывать, мы очень редко ходим в магазин, и мы не замечаем этого. Так уже по необходимости. Закрыли границы, не закрыли. Плохо повлияло, путешествовать невозможно. Покупки плюс тоже. Так что ждем открытия. Я в Черногорию летал в сентябре, но хотелось бы, чтобы возможностей было больше.